Отберет ли супруг мое имущество при разводе? Для того, чтобы исчерпывающе ответить вам на этот вопрос, мне необходимо познакомить вас с таким юридическим термином, как имущественный режим. Имущественный режим – это свод правил, который регламентирует раздел имущества и прав между супругами, когда их брак прекращает свое существование. Существует несколько видов имущественных режимов, но вам необходимо знать только два из них, потому что они являются самыми распространенными на территории Турции. Это имущественный режим совместной собственности и имущественный режим, так называемый договорной. Из названия понятно, что договорной имущественный режим предполагает наличие брачного контракта. Брачный договор можно заключить как до вступления в брак, так и на протяжении всего времени нахождения в браке. Брачный договор должен содержать в себе условия именно раздела имущества. Все, что вы там напишете помимо этого, например, опека над детьми и так далее, будет считаться недействительным. Если между супругами нет брачного договора, то они по умолчанию существуют в режиме совместной собственности. Режим совместной собственности делит все активы супругов, грубо говоря, на личные активы и на совместно нажитое имущество. Совместно нажитое имущество подлежит разделу, а личные активы ни при каких обстоятельствах разделу не подлежат. Совместно нажитое имущество делится не всегда четко 50 на 50. Иногда эти пропорции могут меняться в зависимости от того, какой финансовый вклад внес супруг в покупку того или иного актива. После того, как завершился бракоразводный процесс, супруги начинают процесс по разделу имущества, где уже решают, кому что достанется в каком количестве. В качестве примера совместно нажитого имущества могу привести имущество, приобретенное в браке, движимое, недвижимое, а также, например, выходное пособие или единовременная пенсионная выплата «Эмеклилик икрамиеси» для государственных служащих, а также, что еще может быть, доли в предприятиях, доли прибыли. В качестве примера личного имущества могут выступать личные вещи, драгоценности, ювелирные украшения, телефон, часы, компьютер, также наследство, имущество, приобретенное до брака, имущество, полученное в дар от родителей. Имущество, приобретенное до брака, даже если супруг его продал и тут же приобрел в браке новое, все равно будет считаться личным имуществом. Конечно же, если второй супруг не участвовал в его приобретении. Также личным имуществом считается компенсация морального ущерба, полученная в результате судебного процесса. Спасибо вам большое, что вы досмотрели это видео до конца. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал. Мы увидимся с вами совсем скоро в следующем выпуске, а выходят они у нас часто. Всего доброго и до встречи!